зарплаты профессионально расти в тех же условиях, что и наши взрослые команды. 10 команд, самых лучших команд, самых сильных из каждого из региона Дальнего Востока будут показывать, на что они способны. И 9 матчей из всей этой, скажем, из этого турнира будут проходить здесь, на Сахалинской земле. Я уверен, что и зрители получат прекрасное, скажем, удовольствие от игры. Наши спортсмены, наши сахалинцы и команды соперники покажут все, на что они способны, и покажут прекрасную, серьезную, бескомпромиссную игру. Конечно, победы. Победы и удачи всем. Дорогие болельщики, право первого удара по мячу в матче Дальневосточной юношеской футбольной лиги между командами Сахалин, город Южно-Сахалинск и Катшор, город Владивосток, предоставляется генеральному директору областного государственного автономного учреждения «Спортивная школа Сахалин» Крючкову Евгению Васильевичу. Старики всему верят, люди зрелого возраста во всем сомневаются, молодые все знают. Эти слова в свое время сказал ирландский писатель и поэт и один из самых известных драматургов позднего викторианского периода Оскар Уайльд. Сегодня мы с вами будем наблюдать, возможно, будущих талантов и звезд российского и мирового футбола. По крайней мере, те ребята, которые находятся сейчас на поле, искренне в это верят. Доброго времени суток всем, дорогие болельщики. Мы здороваемся с каждым из вас и рады видеть вас на этой трансляции. Сегодня в рамках первого тура юношеской футбольной лиги команда Сахалин из Южно-Сахалинска принимает команду Катшор из Владивостока. Уже был дан стартовый свисток, но пока какая-то небольшая заминка. Ждем, когда стартанет матч. Вот. Юношеская футбольная лига на Сахалине впервые проходит, и это достаточно круто и здорово, что футбол развивается. Не только основная команда, взрослая, которая выступает во втором дивизионе России, в профессиональной футбольной лиге, но также и представлена теперь юношами Сахалинской области, и это им не может не радовать. Сахалин сегодня играет в белой форме, белые гетры и белые футболки, Владивосток желтая, желто-синяя форма, но по регламенту желтые футболки и желтые гетры. Достаточно много людей собралось сегодня на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске, несмотря на то, что довольно... О, какой у нас новый игрок. Матч не начался, а на поле выбежал дружок. Я думаю, Так, собака покинула поле, продолжается наша трансляция, но до сих пор матч не стартовал. Давайте, пока у нас есть время, познакомимся со стартовыми составами команд. Сахалин сегодня, как я говорил, играет в белой форме. Номер 1 Илья Рожнов, номер 4 Глеб Родионов, номер 2 Егор Полякин, 23 Илья Жуйков, 22 Кирилл Ю, 88 Денис Богомолов, 10 капитан команды Нурсултан Кадырбеков, 7 Владислав Кон, 77 Андрей Савин, 8 Артем Герасимчук, 11 Артем Полякин, главный тренер команды Сахалин.
Бучинский Антон Евгеньевич. Команда Краевая спортивная школа Олимпийского резерва, город Владивосток. Сегодня играет в желтой форме. Номер 35 Тимур Пазылов. Номер 17 Артем Аграфенин. Номер 15 Константин Гущин. Номер 2 Тимур Горшенин. 14 Макар Наговицын. 10 Рустам Гулиев. 25 Денис Шкабой. 21 Артем Камбаров. 24 Никита Воевода. 20 Егор Устинов. И 7 Данил Селищев. Главный тренер команды Ряхин Алексей Алексеевич. Ну вот, наконец стартовала игра у нас. Теперь мы можем наслаждаться и юношеским футболом на Сахалине. Достаточно интересный опыт и для меня, и для как комментатора, и для, наверное, простого зрителя. Давно я не видел, как это давно? Никогда я не видел профессионального футбола среди детей. Будем наслаждаться. Так, пока мяч у Сахалина в центре. Пас налево. Там его принимает Владислав Кон. Против него играл персонально Артем Аграфенин. И первый угловой в этом матче. Первый угловой. На стадион «Спартак» сегодня пришло достаточно много людей. И, наверное, немного в обиду сказать профессиональной команде пришло больше, чем ходят на матч Сахалина. Ой-ой-ой, это опасно. Может быть, первый гол в этом матче, но пока вратарь гостей играет выше всяких похвал. Ну, конечно, если продолжать мой диалог о том, сколько пришло людей на матч, каждый раз в матче профессиональной команды, в планы профессиональной команды входит погода. Плохая погода последние игры сопровождала. Да и не сказать, что сегодня идеально. Ну, радует, что на детей пришло так много людей. Посмотрим, что будет. А пока штрафной главный судья назначает в сторону ворот команды Ксшор. Низ Богомолов готовится исполнить штрафной навес. В зону. Там не было игроков Сахалина. Удар! Неплохо. Нурсултан Кадырбеков, капитан команды нашей, бьет. Но, правда, удар-то неплохой, но все выше. Посмотрим, что будет дальше. Перед матчем вы, наверное, могли наблюдать, как слово предоставлялось министру Сахалинской области, министру спорта Сахалинской области. Буренков Сергей Станиславович сказал пару напутствий на то, что здорово, что на Сахалине появилась юношеская команда. Она как бы есть, потому что она начала выступать в таком турнире, как юношеская футбольная лига. Это не может не радовать. Кирилл Ю. Ой, какая, вы просто обокрали наших парней. И через вратаря пытаются играть. Там... Ой-ой-ой. Чуть не привез сам себе Илья Рожнов. Обокрал его. 20-ка Владивостока. Это Егор Устинов был. И вот уже только стартовал матч. 3 минуты прошло. Уже 2 опасных момента и у одних, и у других ворот. Сегодня достаточно большая группа болельщиков у сахалинцев. Нашел синонима. У сахалинцев. И можно их слышать на трансляции. Так, тем временем. Что-то могли что-то создать опасные сахалинцы, но не получилось. Тем временем гости убегают в контратаку по левому флангу. 20 номер Егор Устинов разгоняется. Там его уже в центре ждет Данил Селищев. Как-то вторым темпом решили сыграть и через себя бьет. Какой опасный момент! Мне нравится юношеский футбол. Воспользовались тем, что вратарь не самый высокий. Перебрасывал, но пока ж мимо. Все мимо. Кирилл Ю пытался отдать мяч на партнеров, но попал в полузащитников гостей. Также Ю с мячом. Потеря. Средства массовой информации сегодня достаточно много их. И не только местные журналисты, но и
москвичи приехали, и даже тот самый телеканал под названием Матч ТВ посетил сегодня наш матч. Кирилл Ю. Не точно пока. Так, здесь Макар Наговицын с мячом был. Так, ну понятно, как играют команда Владивостока. Данил Селищев играет такого, если это можно проводить такую аналогию, некого Дзюбу. Он получает пасы поверху и там уже на борьбу навязывает и пытается пробежать. Достаточно габаритный футболист для своего возраста. На голову он выше некоторых наших защитников, того же Кирилла Ю. Да и пошире парнишка этот. Ой-ой, это опасная игра была, но судья не увидел в этом нарушения. И мяч покидает. Это будет еще один угловой у ворот команды КШОР. Я буду стараться дублировать название КШОР и Краевая спортивная школа Олимпийского резерва, потому что так слишком длинно, а так, ну, некрасиво, что ли. Владивосток. В общем, Владивосток. Навес. Навес. Так, и вот как раз тот самый 7-й номер гостей, о котором мы говорили, Данил Селищев. Остановили его, нарушая правила. Аграфенин вводит мяч. Наговицын, пас направо. Кирилл Ю против Селищева, все так же. Ой, я уж думал, все, за шиворот залетело и автогол первый. Вот и первый угловой ворот Сахалина. Подавать его отправился 24-й номер, это Никита Воевода. Решили разыграть. Воевода с мячом опять. Навес. И тут офсайд углядели боковые арбитры. И можно попытаться убежать в контратаку. Но немного затянул и грубо играют против Егора Полякина. Так, вот мяч уже у семерки сахалинцев был. Как не точно Владислав Кон сыграл. Сразу прошу прощения у всех любителей футбола и, наверное, родителей, и тех, кто пришел поболеть за своих друзей, братьев и сестер. Ну, сестер вряд ли, конечно. Братьев, если я неправильно читаю имя, и точнее фамилию того или иного игрока. Обязательно исправимся. Но заранее скажу, вроде бы пока без ошибок. Отворот будет. Илья Рожнов будет вводить мяч в игру. Сегодня просто футбольный день для всех сахалинцев. Раннее утро, как и для жителей Владивостока, началось, наверное, с финала Лиги Чемпионов. Английский финал был впервые за долгое время. И лондонский Челси одержал победу. И впервые уже сколько, 9 лет ушастик не был в Лондоне. И вот команда Челси стала победителем Лиги Чемпионов. В финале они обыграли Манчестер Сити. Далее в 15:00 по Сахалину мы можем наблюдать матч юношеской футбольной лиги. А поздней ночью основная команда Сахалина будет играть на выезде против клуба Рязань. Но это уже другой чемпионат, а мы находимся на стадионе «Спартак». Посмотрим, что будет здесь. Пока потеря. Мяч у гостей. Но нет, уже. Давай, Сахалин! Опять. Давай, пацаны! Что можно сказать вот только визуально? Команда из Владивостока выше и габаритнее парни.
В этом плане сахалинцы им проигрывают. Но вот насчет скорости ничего не могу сказать. Выход 1 на 1. Не успевал. Не успевал 11-й номер сахалинцев. Егор Полякин. На опережение сыграл голкипер. Пока обилие моментов у нас за первые 10 минут матча. Давайте поговорим немного про ЮФЛ. Российский футбольный союз. Российский футбольный союз решил расширить географию юношеской футбольной лиги и запустил проект ЮФЛ на Дальнем Востоке. Теперь до середины осени команды будут каждую неделю играть каждый с каждым. Грубо, как же все-таки грубо парни играют, несмотря на свой возраст. Каждому важно забрать эти 3 очка сегодня. Так, пока белый с мячом. Не точно играет капитан, если я не ошибаюсь, нашей команды. Это был... Нет, это был Денис Богомолов. И опять Богомолов с мячом, тут же исправился. Немножко затягивает, нет, все-таки дал, нашел адресата. Это Владислав Кон. Полякин назад. На партнера, вот капитан команды как раз с мячом. Нурсултан Кадырбеков это был. И опять голкипер играет на выходе. Не хватает сахалинцам пока вот этого острия. Найти ту середину между атакой и точностью паса. Чтобы завершить все-таки и поменять счет на табло. Так вот, вообще лига создана была в 2019 году. По итогам первого сезона многие игроки получили не только новый опыт, но и возможность проявить себя в профессиональном футболе, в том числе в основных командах в матчах российской премьер-лиги. Вот. Из таких игроков, кто уже играл на профессиональном уровне, можно перечислить Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Данила Сухомлинов. Вообще ЮФЛ можно назвать, наверное, трамплином к профессиональному спорту. Например, основная команда Сахалина в этом сезоне состоит на 70% из воспитанников детской школы Сахалин. АГАУ, спортивная школа Сахалин. Это, конечно, там свои моменты были у профессионалов, но сам факт того, что парни занимались здесь, на острове, в местной школе, а теперь играют на профессиональном уровне. Вот в последнем матче против команды «Красный» даже воспитанник Сахалина, а именно Максим Батраков, отметился мячом. Тогда матч закончился счетом 4-3, но сахалинцы проиграли. Но, тем не менее, сама комбинация получилась довольно интересной. И пас обалденный дал Егор Чу, и Максим Батраков, несмотря на боль и то, что ноги свело, смог завершить. Очередная потеря в этом матче. Неточный пас был от сахалинцев. Если говорить о командах, которые участвуют в Дальневосточной юношеской футбольной лиге, здесь 10 школ поборются за звание лучшей. Это команда СКА Хабаровск, краевая спортивная школа Олимпийского резерва Владивосток, которую мы сейчас с вами можем наблюдать, футбольный клуб Локомотив Уссурийск, детская юношеская спортивная школа номер 3 города Благовещенска, ШОР номер 2 Комсомольска-на-Амуре, спортивная школа Океан из Находки, Сахалин, республиканская специализированная спортивная школа по футболу из Якутска, спортивная школа по футболу Петропавловска-Камчатского и команда Белогорец из Белогорска. Главное для парней в таком возрасте это все-таки опыт. Очень важно. Наш регион дальневосточный отделен от всего мира. И кажется, что здесь футболу не жить. Опять грубо играют парни, и судья вновь не свистит. Это был Макар Наговицын. Снес он буквально Кирилла Ю. Возможно, мы с вами наблюдаем кого-то, кто в будущем будет так же, как сегодня утром, играть в финале Лиги Чемпионов. Например, Зинченко, что играет в Манчестер Сити,
несколько лет назад на вот этом стадионе играл против Сахалина за команду Уфа. Вот так вот, из Уфы, Манчестер Сити и в финал Лиги Чемпионов. Это, конечно, здорово, это, конечно, круто. Зинченко — это большой пример для подражания для таких вот юных футболистов. Так, тем временем, по левому флангу. Владислав Кон выигрывает верховую борьбу. Опять же он, пас в центр. Это может быть опасно. Не было нарушения. Не было нарушения. Прессингуют сахалинцы. Не позволяют выйти из обороны. Уже двое играют против 17 номера гостей. Это Артем Аграфенин был. И вот уже контратака. Здорово под себя убрал мяч. И вот вторым темпом бил Рустам Гулиев. Но Илья Рожнов на месте. А люди все идут и идут. Вроде бы июнь, через пару дней лето. Холодно, как будто вот зима настанет. И поздняя осень сейчас. Очередная потеря мяча. Вот и фанатский сектор подключается. Начинает подбадривать свою команду. Пас в центр. Защита сахалинцев подключается к атакам. Неудачно сыграл Владислав Кон. Обокрал его Денис Шкабой, прошу прощения. И небольшая пауза у нас. Буквально задавили сахалинского игрока. Не видно мне пока номера его. Так, а тем временем на правом фланге. Егор Устинов. Так, это уже кто? Это Денис Шкабой. С мячом, пас в центр. На Наговицына. И недопоняли партнеры друг друга. Мяч покидает пределы поля. Вновь покидает мяч пределы поля. Так, по левому флангу. По левому флангу команда из Владивостока пытается построить какую-то атаку. Пока все мимо. Пока все не то. Гулиев. Опять мяч потеряли. Только я посмотрел на состав, как опять мяч вводят. И все-таки только хотел сказать, что сохраняет Владивосток мяч. Так, а здесь что? Я не могу понять. Офсайд был. Смотрели офсайд судьи. Так, центр. Не, борьбу на втором этаже почти все, я думаю, будет выигрывать Владивосток. Гораздо выше эти парни. Гораздо выше. Удалось мне пообщаться перед матчем с директором спортивной школы Сахалина и сказал, что вот Кшор одни из главных противников сахалинцев. Очень важный матч этот. Ну и видно, как даже парни борются. Вот сейчас момент, если разобрать. Никита Воевода против капитана Сахалинского играл. Головой.
Угловой ворот Сахалина. Сохраняются ограничительные меры на стадионе «Спартак». Руководство детской школы попросило, чтобы все, кто пришли на матч, были в масках. Ну и большинство людей сохраняют это. Первый мяч, первый гол в этом матче. Мы только что с вами увидели, это был Егор Устинов. Головой он перебросил вратаря Сахалинского Илью Рожнова. И тем временем 0-1 гости повели. Да, не хватает совсем чуть-чуть. Не сильный был удар. Такое берется. Ну, банально антропометрии не хватает. Мальчишки. Ой, как грубо сыграл Денис Шкабой против Артема Герасимчука. Так, мяч на правом фланге. Владислав Конта. И потеря. Неплохо пока играет защита. Защита Владивостока. Вес штрафную. Там 3 защитника против одного только Егора Полякина. И вот контратака может получиться. Ой-ой-ой. Медвежью услугу только что сделал. И походу это 2-0. Нет, он попадает в штангу. Вот это невезение. Владислав Кон. Ой, извините, Данил Селищев в пустые ворота попал в штангу. Вот это невезуха. Просто череда событий. Медвежью услугу сделал сначала защитник сахалинской команды. Потом вратарь. Неудачно сыграл на выходе, но сам Селищев не смог реализовать свой момент. Прощают пока владивостокцы сахалинцев. Потому что 0-2 на 23-й минуте это было бы уже все. Ну не все, это было бы точно крайне сложно. Так, видимо, какая-то помощь медицинского персонала нужна. Подбежали к Бровке. Подбежал к Бровке. Если не ошибаюсь, это капитан наш. А игра продолжается. Дальний удар. Решает проверять. Как оно издалека. Пойдет или не пойдет. Непонятно, что с нашим капитаном. Но вроде бы ничего страшного. Посмотрим, что здесь будет. Пока удар от ворот. В центре. Как я и говорил ранее, второй этаж все выигрывает Владивосток. Но, тем не менее, сахалинцы каким-то образом сохраняют мяч на левом фланге. На левом фланге был Артем Герасимчук. Но пока защита продолжает играть превосходно. Так, теперь на правом фланге уже Владивосток. Смещается в центр Егор Устинов. Грубо играют парни. Тем не менее. Тем матчи интереснее. Хлеба и зрелищ, как говорят. Все любят хлеба и зрелищ. Так, вернулся капитан сахалинской команды на поле. Так, борьба на правом фланге. Сахалинцы смогли отобрать мяч. В центр. Скидывал Егор Полякин сейчас. Не глядя, просто скидывал, там никого не было. Так, интересно, что по первому тайму
после матча скажет Антон Буйчинский, главный тренер сахалинцев. Тем временем Богомолов смещается в центр. Пока все не то. Не могут найти сахалинцы ключик к обороне Владивостока. А вот приморская команда уже который раз убегает в контратаку. В центр удар. Ой-ой-ой. А был гол? Был? Да, был гол. Потрясающий. Просто мяч забивает Владивосток. Нет у меня технической возможности посмотреть повтор, но я знаю, что вам его точно покажут. Вот это, конечно, была банка. 0-2. 0-2 на 26-й минуте. Здорово получилось. Сейчас мы узнаем, кто забил гол. Я проглядел. По запасным и у Сахалина, и у Кшора достаточно много запасных есть в активе. У сахалинцев это Савелий Солдатов, Павел Новоселов, Владислав Кузнецов, Кирилл Демиденко, Александр Голоушин, Богдан Данилин, Никита Долин, Кирилл Нестеров, Герман Шрейдер, Марк Быков и Илья Сиддиков. У команды из Владивостока также Александр Казаков, Антон Кулев, Тимофей Нефедов, Алексей Спиридонов, Никита Кушнер, или Кушнер, наверное, все-таки правильно, Максим Колесников, Глеб Зорин, Никита Кузубов, Егор Галикеев, Дмитрий Завродский, Данил Нагервадзе и Семен Сухин. Запасная обойма заряжена у каждой из команд. Я думаю, уже в ближайшее время тренерский штаб, как, наверное, Сахалина в первую очередь, сделать какие-то замены, потому что команда уже проигрывает 2 мяча. Надо что-то менять. Но посмотрим, посмотрим. Шкабой. Не точно. Но, тем не менее, Владивосток опять будет водить из-за штрафной. Из-за лицевой. Из-за лицевой, конечно же. Офсайд. Офсайд. Раскрылся Владивосток. Уже позволяет себе через центр давать пасы. Эти мячи их окрылили. Сахалинцы наоборот. Самое главное, чтобы сейчас не зажались. Ну как здорово, по правому флангу. Просто сольный проход был сейчас. По правому флангу. И мяч у сахалинцев. Будет ли навес? Нет, не получается. Да, навес, но тем не менее заработал угловой. Очередной угловой будет у ворот команды Кшор. Кто там может побороться за мяч? Кто у нас самый высокий? Наверное, Глеб Родионов. Как раз сейчас он и с мячом. Просто попытался снести Глеба Макар Наговицын, но сам от этого и пострадал. Кстати, брат родной Глеба Родионова, Ярослав, играет за основную команду Сахалин. Правда, как его все подкалывают, его младший брат на 2 головы выше. Ну, удивительно. Кто-то пошел в маму, кто-то в папу. Ярик-то совсем невысокого роста. Так, вот это может быть опасно. В центре Сахалин, пас на левый фланг. Не точно, не точно. Как здорово корпусом играет Денис Шкабой. Но начинается пижонство. Начинается пижонство. В главной роли Андрей Савин. Пяткой дает уже пасы. Опять Савин с мячом. Офсайд. Офсайд.
Аграфенин на правом фланге. Очень рослый защитник. Налево. Там борьба какая-то на левом фланге за мяч. Но мяч у сахалинцев был не так долго. Опять желто-синий с мячом. Пас-центр. Там никого нет, к сожалению. Кобой на правом. Сыграл он в стеночку. Догонит, нет? Догнал. Здорово. Проходит сам. Против него играет Кирилл Ю. Кобой как далеко зашел и совсем слабенько ударил на технику, что называется. На технику бил. Если я не ошибаюсь, это был Никита Воевода. Да. Я думаю, если бы счет был 0-0, ударил бы, что есть сил. Отворот. Мяч в центре. Устинов. Собрал он просто всю полузащиту вокруг себя. Просто как танк пронесся на сторону Сахалина. Смог сохранить мяч, что самое главное. А вот на левом фланге мяч потеряли. Савин. Савин на газоне. Родионов. Играет с вратарем. Так. Герасимчук тут с мячом. Налево. Там разгоняется Егор Полякин. Кстати, два родных брата в стартовом составе играют. Это Егор Полякин и Артем Полякин, второй номер. Слишком сильно. Будет ли удар капитана? Собрал просто всю защиту вокруг себя. Собрал, но реализовать не смог. Классно играет Андрей Савин. Смотрю я по движению. Такой в бразильский футбол больше играет. Как говорит полузащитник нашей команды Сахалин, взрослый. На финтах. На финтах. Знаю, что за это тренерский штаб обычно ругает. Но за это многие футболы полюбили. В интернете завирусился ролик совсем недавно, как блогер Литвин, из головы улетел, как его зовут, Михаил Литвин, да, Михаил Литвин очень часто путает Сахалин команду с сахалинцем, которого вот он организовал и открыл. Они выступают по любителям в Москве. И Литвин перед матчем со своим другом поспорил, что он через себя мяч перекинет двумя ногами. Вот. И вот он это все-таки сделал, за что тут же его главный тренер заменил. И сказал, что Миша, знаешь, за что тебя заменил? За вот это пижонство твое. Вот это пижонство. Угловой. Угловой. Пресс-служба Агаоши Сахалин перед матчем сделала целую подборку. Как это правильно сказать, наверное, слов наставлений и от бывших игроков Сахалина. Тут тем временем смотрим. В контратаку могут убежать гости. Уже в центре ждет своей возможности. Вот как раз он ее и получает. Егор Устинов. Ну, успели сахалинцы вернуться домой. Тем не менее, гости сохраняют мяч. По левому флангу.
По левому флангу. Это может быть опасно. Устинов на правом фланге. Пас в центр. Будет ли удар? Нет, здесь Родионов здорово играет. И на газоне находится второй номер сахалинцев. Это Артем Полякин. Видимо, нужна ему помощь бригады медиков. Да, и судья как раз сигнализирует об остановке матча. Продолжается игра. Артем Аграфенин с мячом. Дальний навес. Не получился удар у Никиты Воеводы, но это могло быть опасно. Там могло быть опасно. Так вот, пресс-служба Сахалина сделала подборку целых слов наставлений и от бывших игроков, и от представителей власти различных, и от капитана основной команды. Если вам интересно, по секунду тем временем, 3-0 тем временем, Никита Воевода. Никита Воевода делает счет 3-0. Да, сложно будет сахалинцам отыгрываться с такого счета. Конечно, это юношеский футбол, здесь все возможно. Я думаю, здесь и 8 мячей можно отыграть за тайм. Но пока команда Владивостока играет в защите дисциплинированно. Да, и некоторые болельщики после этого мяча стали покидать стадион. Дизреспект таким действием. 23 номер Илья Жуйков с мячом на левом фланге. Находит он. Аут он находит. И будет Артем Аграфенин вводить. Опять потеря. Да, парням нужно сейчас в раздевалке просто забыть первые 45 минут. Переключиться и все-таки показать все, что способны. Хотя нельзя сказать, что Сахалин играет плохо где-то. Объективно хорошо играет пока Владивосток. Получаются у них удары. Ну и где-то на каких-то ошибках небольших ловят гости хозяев. И, конечно, не хватает все той же антропометрии. Так, по правому флангу опять начинается атака. Все тот же Устинов с мячом. Воевода в центр. Пас на Наговицына. И отскоком мяч все равно сохраняет гости. Гулиев на левый фланг. Но там уже уверенно играет Владислав Кон. Вся команда Кшора находится на половине поля Сахалина. Да, и в скорости. Пока в физических данных точно. Владивосток впереди планеты всей. Неточный пас. Начервил, как это называется. Перехвалил. Денежка бой. Потеря. Сахалинцы пытаются убежать. И получается не до конца. Артем Аграфенин и его длинные ноги останавливают эту атаку. Мяч на левый фланг. Там Тимур Горшенин. Никуда не торопится, оно и понятно. Комфортный счет.
Можно даже немножко так вот пофинтить. Собрал троих игроков Сахалина вокруг себя и отдал пас. А вот Артем Камбаров мяч потерял. Ну нет, потеряли, видимо, от ног сахалинцев мяч ушел. И концовка первого тайма. Концовка первого тайма. После первых 40 минут. Да, тут ошибся я. После первых 40 минут счет 0-3 в пользу команды Владивостока. Мы вернемся к вам после перерыва. Никуда не уходите. Там лежат.
меня не можете просто посадить. Кира, скажите рефу скажите. А они не сейчас выходят, алло. Они сразу. Мера сразу. Кай налево. Нет, киса налево. Ой, вперед. У Артема 8-й? Тёма! Последнего игрока хотя бы. Последнего надо. Я просто тебя ждал. Пусть ходит. Стой. Мы ждем, да подожди. Луча вратари первый. Что ж, возвращаемся на стадион «Спартак» в Южно-Сахалинск. Матч продолжается после первого тайма, после первых 40 минут. Стало для меня это небольшим открытием, что юноши играют на 5 минут меньше в каждом из таймов. Счет 3-0, ведут гости. В составе Сахалина две замены на поле появились. Никита Долин и Герман Шрейдер. Правда, не успели мы углядеть, кого они заменили, но я думаю, по ходу матча разберемся. Давайте напомним вам стартовые составы команд. Сейчас только после этого момента. Так, Сахалин играет сегодня в белой форме и гетры, и футболки. В воротах Илья Рожнов, номер 1, номер 4 Глеб Родионов, номер 2 Егор Полякин, 23 Илья Жуйков, 22 Кирилл Ю, 88 Денис Богомолов, 10 Нурсултан Кадырбеков, 7 Владислав Кон, 77 Андрей Савин, 8 Артем Герасимчук и 11 Артем Полякин. Именно так выглядел стартовый состав в первом тайме. Но сейчас два игрока от этих 11 поле покинули. Вместо них вышли, как я вот только что говорил, Никита Долин и Герман Шрейдер. Главный тренер команды Сахалин Бучинский Антон Евгеньевич. Гости играют сегодня в желтых футболках и в желтых гетрах. Номер 35 Тимур Пазылов, номер 17 Артем Аграфенин, номер 15 Константин Гущин, 2 Тимур Горшенин, 14 Макар Наговицын, 10 Рустам Гулиев, 25 Денис Шкабой, 21 Артем Камбаров, 24 Никита Воевода, 20 Егор Устинов и 7 Данил Селищев. Так, офсайд тем временем. Что опасное создали сахалинцы. Главный тренер команды Алексей Алексеевич Ряхин. Достаточно интересно выдался у нас первый тайм. Было много борьбы. Если вы только присоединились к нашей трансляции, вы смотрите юношескую футбольную лигу. Ой-ой-ой. Жонглирование мячом было от 11 номера Сахалина. Это Дмитрий
Ой, не туда смотрю. Не туда смотрю. Это был Егор Полякин. Один из двух братьев, который сегодня находится на поле. Посмотрим, что сказал своим подопечным Антон Бучинский в перерыве. Потому что надо менять вектор игры. Негоже это в матче открытия, в первом матче в новой лиге так сильно проигрывать. Посмотрим, что будет. В любом случае, я уверен, будет борьба. Вот даже сейчас видно, насколько плотно парни играют. И по правому флангу разгоняется Владислав Кон. Но не успел, не хватило его разгона. Не хватило. Отворот будет. Так, вот на левом фланге какая-то борьба. Данил Селищев был с мячом. Потеря. Центр. Сильно выбили. Но, тем не менее, Сахалин каким-то образом получает мяч. Егор Полякин по правому флангу пытается. Жестко против него играет. Жестко Макар Наговицын против него играет. Сахалин сохраняет. Офсайд. Да что ж такое? Фортуна сегодня точно не улыбается основной команде. Везде чего-то совсем чуть-чуть не хватает. Был у сахалинцев момент на первой же минуте в первой атаке. Забивая и открывая счет. И, наверное, вектор игры развивался по-другому, но если бы до гобы, дальше продолжение знаете. На другой половине поля, на дальней. Гости владеют мячом. Селищев. Много раз за эту трансляцию я произносил его фамилию. Очень ярко выглядит этот футболист. Владивосток с мячом. Налево. Здесь Горшенин отыгрывается с защитой. И дальняя диагональная передача на правый фланг. Да, и доходит до адресата. Будет ли навес в штрафную? Прострел. Но там никого не было. Там никого не было. И разводит руками главный тренер гостей. Как же так? Как же так? Горшенин с мячом. Пас в центр. Там падение, но судья вновь не свистит. Не видел никакого нарушения здесь. Воевода. С мячом. Пытался сделать такой пас разрезной. Но мяч пролетел мимо всех и покинул предел поля. Сразу же после матча будет флеш-интервью, так что по окончании трансляции никуда не разбегайтесь. Я думаю, мы успеем поговорить с несколькими представителями одной или другой команд. Так, Сахалин с мячом. Потеря, это может быть опасно. Желто-синий с мячом входит в штрафную зону. Идеальный подход. Вот это здорово было. Глеб Родионов. Один из самых высоких игроков страны молодежки. И Рустам Гулиев идет на угловой. Идет подавать угловой. Так, а в составе гостей готовится первая замена. Сейчас обсудим это. Так. Уверенно играет Илья Рожнов. Так, 12 номер на поле появится. 12 номер в составе гостей — это Алексей Спиридонов. А вот кого он заменит, узнаем чуть позже. Пока сахалинцы с мячом в центр. Сложно играть через центр сахалинцам, как только там получают наши парни мяч. Эти рослые
Рослые юноши из Владивостока нападают толпой, забирают мяч. Не один раз я уже говорил за этот матч фразу, что в антропометрии желто-синие превосходят. Это просто по трансляции видно. Выше, шире. Вот насчет быстрее я бы тут поспорил. Где-то, мне кажется, сахалинцы побыстрее. Тем временем пас в центр. Удар! Вторым темпом удар. Штанга. И спасает. И что происходит? Что происходит? Какой курьезный гол сейчас произошел. Недоволен Илья Рожнов тем, что произошло. Сначала он спас. Затем мяч попал в штангу. Даже ближе к перекладине. Затем он успел на мяч первым. Но мяч от него отлетел к защитнику. И защитник зачем-то в сторону ворот попытался выбить. И тут как тут уже было нападающих гостей. 4-0. 4-0 в пользу команды Ксшор. Сейчас, я думаю, на табло что-то поменяется. И тем временем замена. Вот как раз Артем Камбаров покидает поле. Вместо него выходит Алексей Спиридонов. Совсем невысокий футболист Спиридонов. Ну, посмотрим. Посмотрим. И еще одна замена готовится у гостей. Я думаю, об этом скажу чуть позже. Разминается Глеб Зорин. Восьмерка Владивостока. На левый фланг. Опасно. Это было очень опасно. Так, в центре сахалинцы с мячом на правый фланг. Классную передачу Савин отдает на Кона. Не догоняет просто. Не догоняет Владислав Кон мяч. Но пас от Андрея Савина был клевый. Такой юный плеймейкер. Стая Сахалина. Разгромный счет на табло, конечно. 0-4. Так, в центре 24 номер гостей. Никита Воевода. Направо. Смог отвоевать мяч. Так, здесь Родионов с мячом. И потеря, не точно. Родионов сыграл. И сносит просто Селищев. Кто-нибудь остановите этот БТР. Он просто несется и сносит все на своем пути. Вот тяжелый форвард. Есть в баскетболе такое выражение. По габаритам он, конечно, точно не 6-й год. Даже две замены готовят гости. Глеб Зорин готовится выйти. И еще Максим Колесников, если я не ошибаюсь. Посмотрим. Посмотрим. Тем временем сахалинцы на правом фланге пытаются отвоевать мяч. Не выходит это. Смещается в центр. Удар левой. Не точно. Попадает в голову сахалинскому защитнику. Устинов. Удар издалека. Здесь Рожнов достает. Какое решение он примет? Просто подальше от своих ворот. Да. Мяч далеко-далеко улетает по ветру. И вот в одно касание уже и другой вратарь с мячом. Эдакий пинг-понг вратарей. Кстати, Александр Казаков, я как понимаю, в воротах появился. Сменили голкипера гости. Видимо, главный тренер решил дать поиграть всем. Ну, как можно большему количеству парней сегодня. Как-никак это опыт. Да, сегодня у Рожнова немерено работы. И в составе Сахалина тоже, вижу, готовится замена. Но сейчас сначала выйдут гости. Посмотрим, кого заменят. Зорин
и Колесников. Ну, ты тоже записывай. Да, я думаю, для Владивостокской команды сейчас самое время посмотреть на состав, на глубину состава. Потому что счет комфортный. Так, на правом фланге в центр смещается. Так, Сахалин сохраняет мяч. Получится или нет? Нет, пока не точно. Просто череда неточностей вот обеих команд. И вновь судья не видит ничего тут. Так, замена. Поле покидает 7-й номер Данил Селищев. Наконец-то этого разгромного форварда убрали. Сделал огромную работу он сегодня. Сахалинские болельщики могут выдохнуть. Так, вместо него вышел Глеб Зорин. И вторая замена. Максим Колесников выйдет. Вместо кого? Боковой арбитр скажет. Резерв, конечно. Какие-то проблемы с электронным табло. Да, все-таки вот. 25 номер. Денис Шкабой покидает пределы поля. Вместо него выходит Максим Колесников, номер 9. Так, штрафной. Штрафной от сахалинцев. Капитан навешивает. Ну, тут вратарь кулаком выбивает из-за предела своей штрафной. И могла получиться контратака у команды Владивостока, но Артем Полякин был первым на мяче. Так, сахалинцы с мячом на правый фланг. Там Владислав Кон принимает. Пытается сам обвести. Но проигрывает борьбу. Проигрывает борьбу только что вышедшему Алексею Спиридонову. Так, это угловой будет. Подавать будет Кирилл Ю. Подача. Сам себя обхитрил. Тем не менее, Владивосток с мячом был. Или все-таки с мячом. Ой-ой-ой. Получил небольшую травму получил. Игрок защиты. Кто это? Второй номер, это Артем Полякин был. Но ничего страшного, продолжает. Даже не прихрамывает. Очередная потеря от сахалинцев. По всем фронтам пока гости выглядят лучше. И вышел далеко из-за пределов ворот. Ой-ой-ой, неужели будет гол? Нет, мимо. Мимо, опять недоволен главный тренер гостей. Разводит руками. Мог он перекинуть мяч. Так, теперь интересно, будет ли мяч... Ой, будет ли счет в этом матче, как в одной известной песне, где в роли Ямайки Сахалин, а в роли Аргентины Ксшор. Краевая спортивная школа Олимпийского резерва. Так, мяч в центре. На правый фланг. Он уже ждет его. Опять потеря. Ну что ж такое? Не клеится. Совсем ничего не клеится сегодня у сахалинцев. А вот команда Олимпийского резерва из Владивостока
Все наоборот. Ну, хотя не могу сказать, что прям все идеально у парней, даже несмотря на счет. Какие-то ошибки, естественно, присутствуют. Ну, парни совсем юные, а то она и юношеская футбольная лига. Так, находится один из игроков на газоне. Судья останавливает матч и подбегает к нему. Сейчас посмотрим, что с ним. Может быть, ногу свело. Такое часто бывает при больших нагрузках. Много бегал. Посмотрим. Да, ногу свело. Судорога. Прихрамывает. И очередная замена. Очередная замена, уже четвертая, как я понимаю, у гостей. На поле появится Никита Кушнар. Вместо как раз десятки. Вместо Рустама Гулиева. Очень вовремя его заменили. Ну, если ноги в своде, значит, работал на пятерку. Значит, бегал много, себя не жалел. Так, тем временем сахалинцы в защите. Мяч направо. Принимает его Илья Жуйков. И показывает судья, что мяч пересек свою линию. Горшенин. Опять он же с мячом. Не точно. Тем не менее, школа Олимпийского резерва из Владивостока с мячом. По левому флангу 12 номер начинает разгоняться. Алексей Спиридонов. И вот это может быть опасно. И прямо во вратаря бьет. Глеб Зорин. Прямо во вратаря. Так, не точно сыграл сейчас 7-й номер Сахалина, Владислав Кон. Подарил ему буквально мяч команде Владивостока. Так, тут Кон по правому флангу разгоняется. Сбивает его. 77-й номер входит в штрафную на вес. Яй. Савин. Тот самый Савин был. Маленький юркий на финтах. Но пока, как показывает счет, это не приносит результата. Сохраняет гости мяч. Передонов. Удары издалека. Выше, 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 конечно же. Пока все выше. «20 минут до конца основного времени осталось». Владислав Кон назад отыгрывает. Потеря и остановка. Так, две замены готовятся у Сахалина. На поле выйдет Марк Быков, 27-й номер. И сейчас мы об этом поговорим чуть позже. И Владислав Кузнецов еще появится также. Владислав Кон на правом фланге. Навес. Неплохо. Сразу надо бить было. Тем не менее, зарабатывает угловой. Зарабатывает угловой Сахалин. Так, двойная замена. Поле покидает 23-й номер. Илья Жуйков. Вместо него выходит номер 27-й. Марк Быков.
Так, а еще одна замена. Так понимаю, Владислав Кон покидает пределы поля, да. Под номером 23 на поле выходит Быков Марк, игрок под номером 27. Да. Владислав Кон покидает поле, вместо него выходит Владислав Кузнецов. Так, у гостей также замена. Вот меняться будет. Воевод, ты куда? Воевод! Плохо? Ты играй! Он Его играет. не меняют! Сева! Какая-то заминка, непонятно. Не понимает, кто меняется. 20. Тимофей Нефедов сейчас выйдет. Вот вместо кого? Вместо Егора Устинова. Замена составит команды Кашор. Вместо игрока под номером 27 на поле выходит Федоров Тимофей, игрок номер 4. Леша, подбор! Леша, центральная зона! Так, угловой. Локом выбивает голкипер гостей. Леша, направо, переход! Передон! Горшен, левый! Вингер! Колес! Колес! Нападающий! Вперед! Нападающий! Колес! Оступился. Колесников Максим. Неудачно получилось. А все актуальные информации о матчах Сахалина вы можете узнать из социальных сетей АГАО ШЭ Сахалин. Ищите их ВКонтакте, в Инстаграме. Там много красивых фотографий, даже конкурсы частенько какие-то бывают, ребят. Так, тем временем по левому флангу. Да что ж такое-то, не идет совсем. Не то. Тем не менее, ищут парни. О, вот это борьба сейчас была. Кадырбеков просто с трамплина прыгнул. Нагущина. Еще одна замена у гостей готовится. Весь второй состав готовят выпустить. Тренерский штаб Владивостока. Во Владивосток потихоньку возвращается большой спорт. Вот и Адмирал из континентальной хоккейной лиги вновь получил добро на выступление. Детский футбол развивается. Ну, здорово. Там, насколько нам известно, и один известный спортивный функционер и Сахалина, и не только, и Приморья. Сейчас активно занялся обществом «Динамо». Посмотрим, что у него выйдет. Большой спорт нужен регионам, а то совсем как-то грустно будет. Так, с мячом гости. Совсем недолго были. И вот атака разворачивается. Потеря у Сахалина. Аккуратно Никита Кушнер пытался перевесить сейчас всю защиту сахалинцев. Но Артем Полякин ему помешал в этом. Потеря. Очередной раз мяч покидает пределы поля. Так, поле покидает 14 номер в составе гостей. Это Макар Наговицын. Вместо него выходит номер 23 Антон Кулев. Уже 7 человек сменили. Сахалин с мячом. Быков направо. На Савина. Савин вешает. Под себя играет капитан. Выше. Быков Марк не точно. Хотя бы гол престижа нужен.
Я думаю, сложно уже будет отыграться. Даже на ничью. Паритет в этой встрече уже не восстановить. Но ничего, это только первый матч. Впереди еще весь чемпионат. Еще будет время и отыграться, и догнать. Всегда есть матч у Владивостока дома. Первый блин комом. Как гласит известная русская поговорка. Вот в игру сейчас Антон Бучинский вошел. Уверенно щеточкой отдал пас. Быков. Савин. Савин с мячом был. Офсайд. Офсайд. Подорбеков. Он же с мячом. Сильно высоко. И гол. Гол. Здорово. 1-4. Первый гол забивает Сахалин. После паса Нурсултана Кадырбекова. Сумели все-таки островитяне замкнуть эту атаку. Но в такой суматохе не успел я разглядеть, кто был автором этого мяча. Ну, судя по поздравлениям, это Никита Долин. Я думаю, после матча. После матча мы точно это узнаем. Или же сейчас анонсер матча нам подскажет. Ой-ой, может быть еще один. За такое ж... А это Глеб Родионов был. Это был Глеб Родионов. Вот так вот. В нужном месте оказался. 1-4. Опять он с мячом отыгрывает. Савин под себя мяч убрал. Классно играет Сахалин. Но потеря. Несколько интересных движений было. А теперь уже Шор разгоняется. Воевода Никита был с мячом. Горшенин. Назад. Опять Горшенин с мячом. И от него мяч покидает предел поля. Так, 22 номер. Кирилл Ю покидает поле. Вместо него выходит номер 18 Савелий Солдатов. Замена в составе команды Сахалин. Вместо Ю Кирилла под номером 22 на поле выходит Солдатов Савелий, номер 18. Кем своим остановил этот мяч. Артем Полякин. Очень самоотверженно играет капитан Сахалинцев. Понятно, почему он капитан теперь. Даже по одному матчу видно, что только в игре лидерских качеств у этого парня хватает. Самоотверженно, всегда бежит, везде он присутствует. Савин. Сахалинцев с мячом. Устали уже парни. Не хватает сил банально делать передачу. Тем не менее. Следующий матч сахалинцы также проведут дома. Сейчас я попытаюсь для вас оперативно найти календарь матчей. И скажу, против кого будут играть. Пока у нас мяч в центре. Выдохлись обе команды уже. Просто в бей-беги играют. Да, узнать расписание игр вы можете на сайте fksah.ru. Это сайт спортивной школы АГАУ, спортивной школы Сахалин.
Так, следующий матч для сахалинцев пройдет 5 июня. На остров прилетит команда «Океан». Выходка. Матч также начнется в 15:00. Так, в центре. Смогут ли отставание сократить сахалинцы? Смогут ли еще отметиться? Ой, здорово получился какой необычный отскок. Все-таки видит нарушение. Это угловой? Или это штрафной? Угловой. Как по мне, там было нарушение правил. Получил по ногам сахалинский футболист. Но судье виднее. Сахалинцы входят в штрафную. Никого не было. Обидно. Долин был с мячом. Так, на правом фланге. Сахалинцы в центр. Не доходит до адресата мяч. Это был Артем Полякин. Тем не менее, сахалинцы опять с мячом. Играют уже с вратарем. Получил по ногам. И тут же извиняется за это движение Артем Полякин. Досталось его партнеру по номеру. Тимур Горшенин получил по ногам. Так, меньше 5 минут осталось играть этот матч. На правый фланг. Быков с мячом. Ну, кстати, сахалинцы больше владеют мячом сейчас, нежели в первом тайме или в начале второго. Вербеков. Навес. Да что ж такое, ну не везет и все. Владислав Кузнецов, только что вышедший на замену, в пустые ворота не попадает. Воевода на правый фланг отдает пас. Опять же Воевода с мячом. Федов налево. Здесь уже вратарь включается в игру. Долин. Родионов. Глеб Зорин попытался создать очередной опасный момент у ворот Сахалина. Такой лис у ворот был. Неприметно стоит, как будто меня тут нету. Благо, защита Сахалина уже 4-жды об это обжигалась. Так, интересно, будет ли добавлено к основному времени матча какое-то время? Потому что, как по мне, совсем игру не останавливал арбитр встречи. Удар дальний! И тут рысью прыгает Илья Рожнов. Закрывает ближний угол. Побежали сахалинцы. Дальняя передача. Потеря. Здесь Горшенин отыгрывает назад. Нагущина. Кидает пределы поля мяч. Ведет его сейчас Марк Быков.
Вот он с мячом. Пас в центр. Опять Быков. На капитана. И Савин. Савин троих обыграл. Троих обыграл, но тем не менее это не дало результата нужного. А здесь уже не точно Колесников Максим играет. Да, чувствуется разница в классе между теми парнями, которые были в первом тайме и которые вышли на замену. К основному времени матча добавлено 2 минуты. Те парни были, что ли, побыстрее, цеплялись получше. Ну, это опыт. Главный опыт у парней сейчас появляется. Возможно, в будущем эти маленькие звездочки зажгутся на небе большого футбола. Савин. Отыгрывает назад. Но Быкова. 2 минуты добавили к основному времени матча. Это опасно так вот отдавать пас. Там Колесников, если бы ногу успел бы поставить, можно было бы и 5-й себе привести. Так, на правом фланге. Гости, наверное, в одну из последних атак своих бегут. Колесников с мячом. Против него Родионов не пропускает. Все-таки интересно, это футбол юношеский. Парни в этом возрасте такие максималисты. Все умеют, все знают. Хотя по большому счету еще учиться и учиться этой игре. Но, как говорил персонаж одного известного мультфильма, сила моей юности никогда не затухнет. Я думаю, только истинные ценители поймут эту отсылку. Судья свистит. На газоне находится Герман Шрейдер. Вот она, наверное, последняя атака. Да, сахалинцы в полном составе находятся в штрафной. Навес! Мяч покидает пределы поля и... Да. Матч окончен. В первом туре Сахалин принимал школу Кшор из Владивостока. Матч завершен. Счет 1-4. Что ж, первое поражение в первом матче, но ничего страшного. Весь чемпионат еще впереди. Мы благодарим вас, что вы были сегодня на этой трансляции. Я благодарю всех режиссеров, всех операторов, которые работали специально для вас. Увидимся на футболе через неделю. Всем спасибо, всем пока.
Давай подальше. Он все равно, мне кажется, свалится. А его держать будут, не переживайте. Будут держать. То есть звук записывает. Болельщикам тоже было интересно смотреть за таким интересным матчем. То есть много моментов, много забитых голов. Так что я получил удовольствие. Ребята получили удовольствие. Болельщики получили удовольствие. Вы почти полностью поменяли состав команды во втором тайме. Это больше практика футбольная для всей команды или с кем вы наработали? Хотели показать? Да нет, просто дал возможность поиграть всем ребятам, чтобы они тоже почувствовали. Все-таки первый тур почувствовали, что такое ЮФЛ. И поэтому ребят возможность всем поиграть. Успели погулять по Сахалину и сразу такой на матч, и матч начался? Да, погода как бы не позволила погулять, тем более мы только вчера прилетели. То есть было время только на тренировую тренировку. В принципе, все. Ну и пару слов о команде противников. Что можете себе отметить? Может, какого-то игрока заметили, который для вас показался интересным? Ну, команда уже не первый год не знакома, мы с ними очень часто играли, поэтому очень хорошо знаю и ребят, и тренеров. Могу отметить многих ребят, я хочу переходить на личности просто. Но команда действительно очень хорошая, мне нравится, как они играют в футбол, их подход. Так что только положительный отзыв об этой команде. Спасибо. Спасибо. Егор Устинов. Егор, пару слов в этом матче, как он прошел для тебя? Для меня сложился он гораздо удачнее, чем для команды соперников. Все получилось, все почти слетало. Вот, удачи. Комфортно было играть, как тебе играть? Да, комфортно было. Наши болельщики очень хорошо зарядили нашу команду. Вот, воздух холодный очень, немного мешал было. Вот, так все. Так, есть какие-то вопросы? Все? Спасибо.
просили ребят, просили на установке перед игрой, даже 70% этого не было. Мы в первом тайме просто отдали середину поля, в принципе, у команды соперника вся старта была, можно сказать, середины не было. Ужасно сыграли в обороне. Впереди, опять же, свои моменты не использовали, которые были у нас на первых минутах. В первом тайме момент. Сейчас в конце матча был момент. Даже при том, при всем, хоть и проиграли игру, но свои моменты должны реализовывать. Через неделю ждет нас еще один важный противник. После этой игры на что будете делать акцент в подготовке к следующему? Посмотрим игру, разберем. Все равно акцент, я говорю, так как сыграли ужасно в обороне, проиграли игру просто. Акцент будем выше моделировать игровые моменты. Много проиграли просто и практически в обороне плохо сыграли. Спасибо. Вопрос. У тебя насколько... А как ты считаешь, что не хватило для того, чтобы иначе скорость движения и команда просто противника хорошо играла? Команда противника хорошо играла, также Когда он будет? Каково играть это при таком количестве людей? Был какой-то мандраж? Да, было очень большое волнительно, столько народу поддерживало. Спасибо, как еще. Ну, через неделю справитесь? Конечно. Спасибо.